Урматтуу Германия Федеративдүү Республикасынын айым элчиси, сиздин кеңешиңизге Улуттук гвардиянын ардактуу ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Взводдун командири гвардиянын Улуктук камчы. Церемония вручения верительных грамот проходила в государственной резиденции Ала-Арча. По дипломатическому протоколу каждого из послов приветствовал почетный караул. Верительные грамоты вручили главы дипмиссий Германии, Латвии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Канады, Испании, ОАЭ и других стран. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической деятельности и пожелал больших успехов на ответственной службе. Он выразил уверенность, что их профессиональная деятельность принесет положительные результаты в деле укрепления и развития межгосударственных отношений и сотрудничества. В ходе встречи Садыр Джапаров подчеркнул, что внешнеполитический курс Кыргызстана остается последовательным, предсказуемым, прагматичным и нацеленным на продвижение национальных интересов в международном сотрудничестве в рамках двусторонней и многосторонней дипломатии. Взаимодействие с иностранными государствами продолжится реализовываться в соответствии с общепризнанными принципами межгосударственных отношений и международного права, закрепленных Уставом ООН и с полным учетом существующих взаимных обязательств в двустороннем и многостороннем форматах. Со всеми странами мы настроены продолжить генеральную линию по интенсификации политико-дипломатических контактов, развитию торгово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Посол Федеративной Республики Германии Габриэла Геллела отметила, что Кыргызстан является важным партнером. В этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Дипломат отметила, что эти годы были наполнены огромным количеством проектов в разных сферах сотрудничества. Мы очень надеемся, рассчитываем и будем все для этого делать, что последующие 30 лет в этой замечательной прекрасной стране были наполнены содержанием, которое принесет пользу и Германии, и Кыргызстану. В этом году мы также продолжим реализацию ряда проектов в сфере здравоохранения. Совсем недавно в Джалабадской областной больнице было официально открыто отделение экстренной медицинской помощи. Посол Эстонии Томас Тирс сообщил, что в ходе встречи с президентом Садыром Джапаровым были затронуты и обсуждены такие актуальные темы, как права человека, изменение климата, экономическая ситуация в мире и другие. Касаясь перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, посол акцентировал внимание на процессах цифровизации, IT и интернет-технологиях. Со стороны Эстонии я хочу сказать, что Эстония и Кыргызская республика, у нас есть сотрудничество в нескольких аспектах проектов у нас есть, и как отдельно Эстония, Кыргызская республика или Эстония вместе, скажем, Европейским Союзом или ЮНЕСКО. Например, у нас есть проект цифровизации Тундук, у вас есть, что вы используете для вашего эго модного цифрового государства. Это эстонская модель, которую Кыргызская республика теперь использует. И мы очень горды этого, что вы это делаете. У нас сейчас очень большой проект вместе с Финляндией и Италией, со всем Европейским Союзом. Происходит проект здесь на 2 года. Наши люди здесь, в Бишкеке, помогают вас. Мы с ними уже встретились, завтра тоже встретимся и будем работать вместе. Глава дипмиссии еще одной прибалтийской страны Ирина Мангули отметила, что на протяжении многих лет Кыргызстан участвует в программе содействия управлению границами «БОМКа», финансируемой ЕС по инициативе латвийской стороны. Этот проект направлен на укрепление безопасности границ, борьбу с контрабандой и содействие торговле в Центральной Азии. Посол также подчеркнула, что региональный офис БОМКа находится в Бишкеке. Мы очень благодарны, что Кыргызстан разрешил открыть это бюро здесь и активно сотрудничает в реализации этого проекта. Мы уже второй срок лидируем этот проект. То есть первые 5 лет это было БОМКа-9, сейчас начинается БОМКа-10. Посол Боснии и Герцеговины Желько Самарджи отметил необходимость наращивания сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях. Касаясь вопросов развития двустороннего сотрудничества, дипломат отметил важность скорейшего учреждения Института почетных консулов, который будет всесторонне содействовать развитию двусторонних связей. Экономические отношения должны быть на побольшем уровне, но сейчас работаем на том. Кыргызстан очень красивая страна, и я с своей стороны все дать, что
отношения будут на побольшем уровне. Нам очень интересен туризм. Туризм очень. У нас тоже Босния и Герцеговина, страна от 3 миллиона населения. Но у нас горы, у нас море, у нас озеро. И тут возможность развития туризма. Отметим, что в ходе встречи с послами иностранных государств президент Садыр Джапаров выразил надежду, что при активном участии послов межгосударственные отношения будут наполняться новым содержанием, взаимовыгодными проектами, полезными инициативами и в целом динамично развиваться во благо народов стран в интересах международной безопасности и стабильности. Тимур Тимиргалеев, Бекзат Машапов, ЛТР Бишкек.